когда вы достигаете цифра финансовой свободы, у вас появляется шанс прийти на большой круг. Когда вы приходите на большой круг, например, здесь у вас был пассивный доход $4000, например, вы его умножаете на 100. 100 раз и больше, и здесь пишется, скажем, что уже 400 тысяч. А почему на 100, дорогие мои? Вся идея в чем заключается? Давайте я расскажу вам историю, как я делал бизнес и вообще как все миллионеры и миллиардеры делают бизнес. Сначала надо делать одно, тестировать, понять все. Понять все. Когда вы все поняли, все нормально, вы видите, что эта идея работает, продукт работает, скажем, рынок готов, и рынок растущий, система смогли наладить, команду смогли наладить, себя тестировали, вы поняли, что вы можете этот бизнес развивать, соответственно, этот бизнес очень легко привлекает деньги со стороны и банков, и инвесторов, и партнеров, и так далее. Поэтому вы, когда, то есть одно бизнес надо делаем сначала одну небольшой, все это наладим, а потом это показываем инвесторам, говорим, я хочу 100 раз увеличивать. Понимаете? Вот так. Так происходит по всему миру. Так происходит во всех компаниях мира, ребята. Сначала надо все делать одно сначала, и потом все оттачивают. Все, когда все готово, они все берут потом у крупных компаниях или крупных валютных фондах и так далее, инвестиционных фондах и так далее, потом инвестиции. Поэтому, видите, среда как большую роль играет. Если у вас будут потом хорошая среда или доступ к людьми, они могут вам инвестировать. Запомните мои слова. Успех к вам приходит через людей. Деньги к вам приходят тоже через людей. Поэтому ваш бизнес, когда станет привлекательным, и вы этим доказываете, что вы способны генерировать деньги, и ваша идея способна, могут вам инвестировать большую сумму. Соответственно, дадут вам эту большую сумму, вы можете что? Прийти на большой круг. Большой круг уже более крупный бизнес, более большой доход, соответственно, управление большими деньгами. Когда вы придете в большой круг, вы сначала здесь заполняете вот эту бланку. Вы пишете сумму, по какой сумме вы вышли. Например, если здесь было $4000 ваш пассивный доход, вы здесь пишете 4000 умножить на 100, это 400 тысяч. Вот, теперь, здесь вы почитаете, вы выигрываете, если купите свою мечту. Значит, что вы делаете? Вы выбираете свою мечту. Вот эту пшеницу вы выбираете и поставите свою мечту. Вот здесь в большом кругу есть много мечты. У разных людей разные мечты, понимаете? Кто-то мечтает, скажем, что мечеть построить, кто-то мечтает церковь построить, кто-то мечтает личный самолет купить, кто-то мечтает, например, скажем, что там, не знаю, кто-то мечтает какой-то-нибудь остров покупать и так далее. В общем, вы поищите здесь и найдете свою мечту. Что вы любите, что вы хотите, какая мечта вам была бы интересна. Например, кто-то мечтает, что вырыть колодцы в Африке, кто-то мечтает построить университет, например. Я люблю, например, вот такие вещи. Кто-то мечтает храмы, мечети, церковь строить. Ну, например, вы вот это поставите, скажем, я выбрал, например, построить университет. Стоимость моей мечты $1 миллион. Вот я его поставлю. Первое условие выигрыш, если я сюда попадаю, вот так поиграем, откуда начнем? От стартовой. Вот она, стартовая. Где старт? Я ставлю здесь, и теперь в большом кругу я буду ходить 2 косточками только. Видите, потому что успешные люди, они капитал имеют больше, они быстрее, их система генерирует деньги. Поэтому больше шагать. Вот она, смотрите. Например, я бросаю сюда и начинаю вот так шагать. Да, вот это. Отсюда начинается. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Вот так начинаю шагать. Да? Теперь самый важный момент. Самый важный момент. Если я попал сюда, я могу, и у меня есть $1 миллион, я могу купить его. Если нет, значит я продолжаю накопить до тех пор, пока, если попаду, и эта сумма будет у меня. Но каждый раз, пройдя вот этот расчетный чек, мне вот это 400 тысяч дадут. Это одно условие. Чтобы выиграть, надо купить свою мечту. Если кто-то купил свою мечту, игра заканчивается, потом начинается еще с нуля. А второе условие, на большом кругу надо построить бизнесы, покупать бизнесы, чтобы доход был более $300 тысяч. Вот она, пассивный доход. Здесь тоже вы покупаете бизнесы. Например, если я вот бросил, попал на 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот она. Ого, 10. О, это интересная вещь. Если я попал в развод,
Это означает, здесь написано, ваша бывшая жена отсудила половину всего имущества вашего бизнеса. Значит, те половины, то, что у вас есть деньги и так далее, или если какой-то бизнес есть, вам придется половину отдавать. Вот, вам придется отсудить. То есть, получается, наличные деньги, которые были у вас, половина банк забирает у вас. Или если вы попали, например, сюда курортный пансионат, здесь написано 2,5 миллиона. Вы, если деньги есть, например, если я покупаю это, 2,5 миллиона, я положу вот это теперь мой бизнес, и его никто не может купить. Вот она. Дальше ходим, еще купим. Дальше ходим, например, вот, например, скажем, да, скажем, что я купил это. Вот дальше ходил, купил это. Дальше ходил, купил что-то-нибудь еще. Таким образом, увеличивает пассивный доход более 300 тысяч долларов. Здесь пишем название бизнеса, инвестиция в бизнес, например. Вот здесь курортный бизнес 2,5 миллиона я вложил, а пассивный доход здесь написано 70 тысяч долларов. Я здесь пишу его. Вот так. Таким образом, постепенно надо увеличивать, что итоговый пассивный доход, ежемесячный пассивный доход, что было у меня на данном этапе, значит, если 400 тысяч было у меня в самом начале, мне надо 700 тысяч делать. Это мой цель. А касса каждый раз я фиксирую. Очень важный момент. Очень-очень важный момент. Неважно, вы в этом кругу или в большом кругу. Каждый 5 ход банк должен делать ревизию. Если банк делает ревизию и видит, что деньги, которые у вас есть в кассе, не совпадают с вашим отчетом, но вы неправильно ведете учет-контроль, банк имеет право забрать все ваши наличности. Для чего я такое правило ввел? Для того, чтобы люди научились максимально жестко читать деньги. Потому что одно из самых фундаментальных вещей этой игры, это чтобы вы четко, у вас была фанатичная финансовая дисциплина. Максимально заставьте себе читать деньги. Это очень важно. Дорогие мои, купюры вот так выглядят, начинают от 10 долларов и так далее, и так далее. Купюры выглядят вот так. Видите, они такие красивые, они необычные, вот так идут. Они еще с моими фотографиями. Понимаете, необычно, да? Вот. Ваша задача в этой коробочке их всех вот так держать, чтобы было вам удобно. Я пока их сюда поставил для того, чтобы вам было видно, и чтобы мне было легче объяснить и так далее. Хорошо? Вот так. Теперь, самое важное, то, что хочу, чтобы вы знали. Вы должны вот этот чистый листок держать рядом с собой. Вот такой обычный чистый листок, это пустой. Но в этом чистом листке вы каждый свой ход заполнять должны. Например, вот вы заполняете эту бланку, вот это заполняете эту бланку отчетности каждый раз. И в обязательном порядке сразу вот так, и сразу здесь записывайте, пожалуйста, ход первый и так далее, ход второй. И так далее. Ход третий. Например, первый мне попала зарплата. Я попал в графу шестерка зарплата. Например, я пишу зарплата. Почему? Потому что это очень важно. Сейчас поймете. Второй ход, у меня попала возможность, я пишу возможность, а я что брал? Я брал малый бизнес, например. Я пишу малый бизнес, какой бизнес брал? Например, было мороженое. А потом пишу возможность, может быть, второй раз попал, что брал и так далее. Вот так каждый ход фиксируйте. Почему? Когда вы каждый ход будете себе писать, прошли, записали, прошли, записали. Это просто фиксация, вы фиксируете полностью не только ваши поступки. Когда вы это фиксируете, у вас есть что анализировать. Вы будете анализировать и видеть, почему так происходит. Знаете, самое интересное? Люди играют в эту игру, они же свою жизнь проживают. Они, играя здесь, они показывают, как они собираются жить через год, через полгода, через 2 года. Понимаете? И вы начинаете понимать, что ваш выбор и ваши поступки, она все зависит от вашей головы. Вы начнете понимать, что кнопка здесь, и вы начнете понимать, что как ваши мысли влияют на что происходит вокруг вас. Будут очень много необычных вещей. Будут моменты, что у вас денег есть, но вы не попадете на возможность. И вы поймете, что странно, оказывается, и деньги даже не поможет порою. Вы попадете. Иногда бывает, что вы только попадете в зарплату. Вот 2 примера привяжу. 2 дня назад здесь моя администрация играла, я здесь был. Есть парень, который со мной бухгалтером работал, и финансистом работает почти больше 10 лет. И знаете, мы играли, я-то, поскольку его 10 лет знаю, он только 10 лет на зарплате и живет. И вот знаете, в этой игре каждый раз он попадает на зарплату. И ездит только через зарплату на зарплату. А если попадает на возможность, он берет те карты, которые не могут их либо купить, либо могут их либо использовать. То есть, видите,
Это отражение жизни. У нас был другой парень, другой наш один из друзей, который играл, знаете, он попал, представляете, в подряд, в районе, может быть, 10, может быть, чуть больше того хода. Постоянно ему попадает только единичка. И все, понимаете, до половины игры он даже ни разу этот круг по кругу не прошел. Потому что он вот так ходил, вот так, по одной шаг, по одной шаг, по одной шаг. Все, что есть. И потому что я вижу, что он точно так же и в жизни ходит. Это необычно, но это факт. Понимаете? Но потом, когда вы начинаете почитать, анализировать, ага, вы видите, почему так происходит, стоит, чтобы вы начали принимать решения вон тут, изменить свои убеждения и точка зрения, вы поймете, что вам надо делать, чтобы быстрее перейти на большой круг и стать успешным человеком. 10 раз поиграйте эту игру, Бог даст, иншаллах, вы формируете новый уровень для себя финансового мышления. У вас финансовая грамотность резко растет. У вас появляется видение, стратегия своей жизни. Дорогие мои, я эту игру разработал для того, чтобы людям было хоть что-то над игру тестировать, чтобы не получилось, чтобы свою собственную жизнь, которая всего лишь один раз есть шанс прожить, чтобы его не потратил на экспериментах. Я могу сказать так, только на 13, на 15 игра, вы потом поймете, что вы не играете. Вы, как архитектор, строите свою судьбу. Вот тогда вы поймете. Где-то это после 15 игра происходит. Поэтому первый раз играйте 10 раз, а потом, после этого, через месяц или полтора, еще играйте 10 раз. Тогда вы точно понимаете, что надо делать, как делать. И если, когда вы здесь поняли, идите в жизни тоже сами делайте. Потому что здесь все игры. И все проекты, я имею в виду, все доходы, они все реальные, и все и сегодняшний день наш бизнес, наш рынок. Возможно, через 5-10 лет что-то будет измениться на уровне дохода и прибыли, и тогда чуть больше, меньше. Но, поверьте моим словам, ваши стратегии здесь будут хорошо работать. Потому что за эти 20 лет моей работы я это заметил. Дорогие мои, вот, это игра на эта игра. Играйте, станьте финансово свободными. Вы можете приобрести эту игру и дома играть со своей семьей. Я рекомендую вам, что обязательно посещать мой тренинг, именно как за 18 месяцев добиться финансовой свободы, финансовой стабильности, а потом, потому что там вы поймете всю управление семейный бюджет, система и так далее, и это будет теоретическая часть и так далее, а потом практически сейчас вы будете дальше, вот капитал как управлять, здесь игра, увидеть, как повышать денежный поток. То есть мы планируем, что еженедельно во всех наших центрах, во всех городах, где наши, скажем, партнерами, франчайзерами держим центры, и будут еженедельно, Бог даст, полный урок, где буду, возможно, с утра до вечера, возможно, по 3-4 часа, 2 дня. Вас посмотрим. Я буду обучать через интерактив, потому что, чтобы меня слышать, меня трогать не надо. Вот. Я буду говорить, я буду объяснить. Это будет в большом экране. Все вы усваиваете систему, а потом в течение недели надо играть. Каждая игра занимает 4 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов иногда. Зависит от того, какие люди играют. Игра здесь, вы поймете, насколько важную роль играет среда, с которой вы живете. Потому что если среда вокруг вас будут одни бедные люди, вы не можете даже возможность, вы поднимаете возможность, вот вам ни с кем его выкупить, использовать. А в жизни, когда у вас среда, успешные люди, это вам помогает, они поддерживают вас, это очень хорошо. Вы поймете многие вещи. Многие жизненные истины я внедрял в эту игру. Дальше. Вы можете приобрести эту игру у себя дома, играть со своей семьей, своими друзьями, родственниками и так далее. Помните, после 15 игр вы реально поймете, что вы архитектор своей жизни. Дорогие друзья, желаю вам успехов. Давайте, у меня к вам предложение. Сначала станьте богатым. Если вам не понравится, любой момент потом можете стать бедным. Но станьте богатым. Скорее всего, вряд ли вы захотите снова стать бедным. Понимаете, покажите, что ваша жизнь, она чего-то стоит. Станьте богатым, делайте много добра, приведите в этот мир много пользы. Деньги нужны везде. Даже чтобы быть духовным человеком, надо иметь деньги. Деньги надо иметь, чтобы заботиться о родителях. Деньги надо иметь, чтобы строить храмы, мечети, благотворительности давать, образование давать своим детям и так далее. Понимаете, всесторонне надо развивать свою жизнь.
Я желаю вам успехов и очень хочу видеть вас на вершине успеха, хочу видеть вас финансово свободным. И когда-нибудь мечтаю, чтобы вы однажды мы встретились в самолетах, аэропортах, в городах или где-нибудь. Или вы написали мне, что господин Давлатов, благодарю вас, играя в вашу игру, или читая ваши книги, или там, не знаю, побывая в ваши тренинги, я смог стать финансово свободным и достиг большие цели. До встречи на вершине. Да поможет нам Господь, да поможет нам Аллах. Удачи вам на пути к богатству.